Рабочий день для сотрудников Ингушавтотранспорта начинается в 5 утра. Сперва необходимо пройти ежедневный предрейсовый контроль. Начинается он здесь с мойки и, конечно же, обработки дистресством автотранспорта. И пить ситуация обязывает. Обработки, каждый день. Что здесь обрабатывает? Переложишь, видишь. Сиденье, пол мы обрабатываем. Хадмелин автобуса, хатаюалиш автобуса обрабатывают. А что это за раствор? Миг таблетка юхчи, е таблетки юхчи. Следующий пункт – проверка водительских прав. Без них водителю не позволяет даже спустить транспорт с линии. В обмен на удостоверяющий документ каждому выдаются путевые листы, а уже после медосмотр измеряют давление и температуру. Если высокое давление, мы его не выпускаем или же там даем таблетку, ждем, пока стабилизируется давление, а потом ставим печать, можно ему разрешить на выезд или нет. И выходит водитель на линию. А какие основные противопоказания бывают для выезда? Алкогольное опьянение, наркотическое опьянение, высокое давление. Свыше 150 на 100 мы даем таблетку. Если понизится давление, мы выпускаем. Если нет, то мы его отмечаем в путевке, что мы выезд не разрешаем. И он идет домой или же отправляем его в больницу для дальнейшего лечения. Успешно прошел проверку и Яхья Чемурзи. В путь у него дальний, дорогу держит Кисловодск. Мужчина работает в автопарке не первый год, совершил сотни рейсов и знает, что безопасность и комфорт пассажиров напрямую зависят от технического состояния машины. После взятия путевого листа медосмотр у врача, потом техосмотр на смотровой яме и выезд на линию. А что включает в себя техосмотр на яме? Тормозная система, световые приборы, повороты, стопы, всякое. Там, техосмотр. Там, может, колесо спустило. Но это не единственные проверки в Ингушавтотранспорте. По поручению главы в регионе будет проводиться осмотр технического состояния газовых баллонных оборудования общественного транспорта. Такое поручение дано после трагических событий в Воронежской области, где при взрыве автобуса пострадали 24 человека, 2 погибли. В рамках протокольных поручений, которые были еще на прошлой неделе, уже направили обращение, определили уже специализированные организации, которые имеют необходимую документацию в этой области в нашей республике, и пытаемся ногу со временем опередить эту ситуацию, чтобы избежать каких-то негативных последствий у нас в республике. Сегодня мы хотим с ними подписать договор по взаимодействию, чтобы транспорт средства не гонять другие субъекты для выполнения тех же самых мероприятий. Делается это для того, чтобы, во-первых, как всегда, это безопасность, а во-вторых, соблюсти регламентационные сроки по выполнению данных процедур, в том числе методические рекомендации по установке газового оборудования. Как мы знаем, газовое баллонное оборудование на наши транспортные средства были установлены с завода. Это, получается, транспортные средства, приобретенные в 2013 году, 50 единиц, и 106 единиц, которые мы приобрели уже в 2015 году. В общем, самое главное не допустить никаких эксцессов, а для этого здесь выполняют всю необходимую работу. Хава Гагиева, Асхаб Белыкиев, Новости 24.